эфире «Якутия-24». Главное событие уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. 15 миллиардов рублей для Дальнего Востока. На какие цели пойдут эти средства и получит ли Якутия субсидии от правительства страны? Гидрологическая обстановка на реках Якутии и текущие показатели. Сегодня состоялось совещание правительственной комиссии по организации перевозки грузов. Есть ли надежда? В Мирном жильцы аварийного дома наконец-то встретились с представителями городской власти. Увеличить размер и сделать еще более существенные меры поддержки. Материнский капитал должен быть бессрочным. Какие еще заявления сделал Минтруд? Безопасность в приоритете, за счет чего власти региона намерены снизить смертность на дорогах Якутии. Дать новую жизнь твердым бытовым отходам. В столице республики прошла первая городская акция «Раздельный сбор». 43% от плана. Таковы текущие показатели навигации. Сегодня состоялось совещание правительственной комиссии республики по организации перевозки грузов. С ее начала в этом году отгружено почти 680 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов или 55% от плана. Кроме того, стороны обсудили вопросы гидрологической судоходной обстановки на реках и ход перевозки в арктическую навигацию. Она стартовала в соответствии с планом 22 июля. На особом контроле находится и вопрос своевременной отгрузки нефти. При плане в 60 тысяч отгружено около 23 тысяч тонн топлива. Для нужд Верхоянского района отгружено 35 тысяч тонн угля с шахты Джибарь-Гихая. Из них 8,5 тысяч уже поступило в Нижнеянск. Более того, поднимались уровни воды на Яне 21-22 июля. Это позволило нам направить депонационный груз до Батагая. Часть судов уже подошло. 2 судна ожидаем подход сегодня. Это нефтепродукты. Старт пассажирскому движению до Нижнего Бестяха даст праздничный состав, который уже завтра двинется с железной дорожной станции Алдан. Время в пути 18,5 часов. Пока доступны только билеты до Неринга, сквозные билеты по другим направлениям поступят во второй половине августа. Обо всем и по порядку расскажет Руслан Павлов. Железнодорожную линию Беркакит-Томот-Якутск смело можно назвать дорогой жизни. Дорогой нескольких поколений строителей и железнодорожников. Строительство участка началось в 1985 году прошлого столетия. И лишь в августе 2004 года по нормам временной эксплуатации был торжественно открыт участок Нерюнгри-Томот с пуском пассажирского движения. Понадобилось еще 3 пятилетки, чтобы вся дорога была открыта для грузового и пассажирского сообщения в режиме постоянной эксплуатации. 27 июля этого года на станции Нижний Бестях будет дан официальный старт пассажирского сообщения по всей протяженности Амуро-Якутской магистрали. Компания «Железные дороги Якутии» подготовилась к потенциальному увеличению пассажиропотока. В рамках этой работы был приобретен подвижной состав. Мы приобрели 2 новых пассажирских вагона на Тверском вагоностроительном заводе. Приобретены вагоны, уже бывшие в эксплуатации, но отремонтированы капитальным ремонтом в условиях вагоноремонтных предприятий. Так как станция Нижний Бестях находится на противоположном берегу реки Лены от города Якутска, билеты на поезд пассажиры могут приобретать по мультимодальной схеме, которая включает в себя переправу и доставку до вокзала. Была разработана схема продажи мультимодального билета, который включает в себя билет на поезд, плюс к нему будет выдаваться посадочный талон, это на автобус, чтобы добраться с железнодорожного вокзала станции Нижний Бестях до пристани, и туда будет входить билет на катер, уже чтобы можно было переехать через реку Лена и попасть на речной вокзал города Якутска. По словам экспертов, очевиден и эффект отпуска пассажирского движения. У жителей заречных районов и столицы республики появился выбор, каким транспортом выезжать на отдых или лечение. При мне пришел ветеран с медалями в кепочке, заслуженный дедушка, лет под 70, спросил, сколько дней ехать до Москвы и сколько будет стоить. Получил ответ. Ушел удовлетворенный, потому что на сегодня, насколько я знаю, купейный вагон с Бестяха до Москвы будет стоить 12 с небольшим тысяч рублей. Я вчера купил билет на самолет за 40 тысяч рублей, Якутск-Москва. Считайте, а если люди будут ехать с семьей,
4 по 40, скажем, двое детей и двое родителей, 4 по 40 – 160, или 4 по 9, по 12 – 48. Ну, если спешки не будет, то я, конечно, возьму билет на поезд с женой, с ребенком. Так и комфортнее, и посмотреть, вообще природу нашу. Железнодорожная линия Беркакит-Томот-Нижний Бестях запущена полностью в эксплуатацию, и это исторический факт. Но титул Бестях-Якутск еще не закрыт. Под вопросом мост через реку Лена, споры вокруг строительства которого до сих пор не утихают в коридорах разных ветвей власти. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Безальтернативные платные дороги могут появиться на Крайнем Севере. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность строить такие дороги, в том числе и мосты в районах Крайнего Севера, без соблюдения обязательного условия о наличии рядом бесплатной дороги-дублера. Все же правом бесплатного проезда по дорогам и мостам будут пользоваться легковые автомобили и мотоциклы. Другие категории транспорта и групп водителей, имеющих право на безвозмездный проезд, определит Кабинет министров. Производственный травматизм стал главной темой регионального совещания Министерства труда России в Якутске. Лучшими практиками поделились представители Дальневосточного федерального округа. Это специалисты из Магадана, Сахалина, Чукотки, Камчатки и Владивостока. Региональное совещание продолжится и завтра. На повестке дня совершенствование трудового законодательства. Коллеги высказали ряд предложений и своих практик, которые могут быть тиражированы в субъектах Дальневосточного округа для того, чтобы ситуация с производственным травматизмом снижалась, люди меньше страдали и гибли на производстве, и, соответственно, сохранялся человеческий капитал, тот потенциал производственных и индустриальных предприятий Дальневосточного округа, который позволит нам решать задачи, в том числе национальных проектов, связанных с демографией. Кроме этого, делегация в течение 2 дней посетит ряд социальных и значимых объектов города Якутска. Они ознакомятся с организацией работы по охране труда на предприятиях. Сегодня же гости побывали на современном высокотехнологичном объекте Якутская ГРЭС-2. Большое внимание уделяется охране труда. Мы стараемся охватить весь персонал, тех, кто не имеет автоматизированных рабочих мест, то есть компьютеров. В каждом производственном помещении ставим мультимедийные центры, в которых содержится полностью информация по охране труда, информация по промышленной безопасности. Надежда на новоселье до наступления холодов появилась у жителей Мирного. Там жильцы аварийного дома наконец встретились с представителями городской власти. Ветхое здание, расположенное по улице Аюнского, 33А, было признано аварийным до января 2017 года. Во время рабочего визита глава Якутии СН Николаев осмотрел дом и дал поручение в кратчайшие сроки переселить людей во вторичное жилье. На данный момент администрация города заключила контракт на независимую оценку недвижимости. Кроме этого, заявила и о приобретении 10 квартир. Однако из-за малогабаритной квадратуры ветхих комнат найти подходящую квартиру в каменном жилом фонде практически невозможно. Двухкомнатные, я считаю, мы закупим, а однокомнатные будем стараться, конечно, закупать, будем привлекать через средства массовой информации. Если все-таки аукцион не состоится, будем перерассматривать вопрос на увеличение площадей. Но в таких случаях придется уже эти площади гражданам доплачивать. Что мы и берем согласие от граждан, от собственников на оплату разницы за квадратные площади. 30 тысяч рублей штрафа. Такое наказание определил Якутский городской суд для журналиста Михаила Романова. Его признали виновным в предоставлении и распространении заведомо недостоверной информации. Представители журналиста категорически не согласны с приговором и намерены в ближайшее время обжаловать его. О подробностях нашумевшего дела расскажет наш корреспондент Денис Тишин. Романова Михаила Дмитриевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.115 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения. И назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Такое решение суда стало полной неожиданностью для журналиста Михаила Романова и его представителей, исполняющего обязанности главного редактора «Якутского вечернего» Виталия Бедина и юриста Елены Максимовой. До последнего они надеялись на оправдательный приговор, но Фемида встала на сторону правоохранительных органов, а не журналиста. Здесь есть нарушение закона, и здесь вообще в ходе собирания этих документов и так далее, там нарушен
очень грубо нарушен порядок процессуальный. То есть, если бы даже не было нарушений со стороны процессуального порядка, еще можно было бы о чем-то дискутировать. Но при таких грубых нарушениях, при сборе доказательств, которые легли в основу протокола, по которому вынесено решение, мы считаем, что это просто, мы, скажем так, мягко говоря, удивлены. Журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова обвиняли по статье 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации», которая включает в себя предоставление и распространение заведомо недостоверной информации под видом достоверной. Это первый в России случай, когда сотрудника СМИ привлекли к ответственности за так называемые фейк-ньюс. Поводом для возбуждения административного дела против Михаила Романова послужила публикация «Жертва режима». В ней шла речь о работнике Северо-Восточного федерального университета Антоне Амосове, который якобы был похищен и избит сотрудниками регионального управления ФСБ. Недовольство правоохранительных органов вызвали опубликованные статьи предположения журналиста о том, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И большой брат бдит, читает все комментарии на форумах, а однажды может похитить тебя и избить. Была назначена лингвистическая экспертиза, которая показала, статья представляет угрозу для общественной безопасности и вводит в заблуждение большое количество людей. Впрочем, представители Якутска вечернего категорически не согласны с предъявленным обвинением и считают, что правоохранительные органы оказывают давление на СМИ. Дело инициировано непосредственно начальником ФСБ Якутии. Это тоже давит на суд. У нас никто не любит в нашей стране, ни судьи, ни кто-то еще связываться с управлением ФСБ. Это уже второе дело в отношении Якутска вечернего по данным статье. Первое мы выиграли, но в первом не участвовал ФСБ. Хотя оно было куда сложнее, куда резонанснее, куда проблемнее. Там была речь об изнасиловании мигрантом из Таджикистана несовершеннолетней. В данной ситуации все просто и очевидно. Но судья вынес такое решение. Стоит напомнить, административное дело против Михаила Романова возбудило не региональное управление ФСБ, а полиция в лице участкового уполномоченного Рушана Алимова. Он неоднократно предлагал журналисту проехать в отдел для дачи объяснений. Однако Михаил Романов пришел в полицию лишь спустя несколько дней после визита участкового в редакцию газеты. Проведенная позже проверка показала, Рушан Алимов действовал в рамках своих служебных полномочий. В соответствии с частью 3 статьи 13 ФЗ о полиции, сотрудник полиции имеет право вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, как в письменной, так и в устной форме, в том числе и по телефону. Представители газеты «Якутск вечерний» намерены обжаловать решение Якутского городского суда и доказать невиновность журналиста Михаила Романова. Наш канал будет следить за развитием событий. Денис Тишин, Жулстан Иннокентьев и Илья Сыромятников. Якутск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Увеличить размер и сделать еще более существенной мерой поддержки. Материнский капитал должен быть бессрочным. Какие еще заявления сделал Минтруд? Безопасность в приоритете, за счет чего власти региона намерены снизить смертность на дорогах Якутии. Дать новую жизнь твердым бытовым отходам. В столице республики прошла первая городская акция «Раздельный сбор». В эфире Якутия-24 мы подводим главные итоги уходящего дня. Правительство России направит в виде субсидий 5 дальневосточным регионам около 15 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на развитие транспортной и социальной инфраструктуры, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Участие в заседании принял глава республики Айсен Николаев. Как пояснил Дмитрий Медведев, средства получат Якутия, Приморский край, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. В частности, выделяем дополнительно более чем 15,5 миллиардов рублей на поддержку 5 регионов Дальнего Востока. Это Якутия, Приморский край, Магаданская область, Сахалин и Еврейская автономная область. Деньги будут поступать в регионы в течение 3 лет, причем почти 10 миллиардов уже в этом году. Дополнительные средства пойдут на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, на строительство социальных объектов, включая больницы, школы, спортивные комплексы. Нужно, конечно, обеспечить четкий контроль за тем, как эти средства расходуются, как они будут расходоваться. По словам Айсена Николаева, республика получит 5 миллиардов рублей, которые будут направлены на строительство кардиодиспансера, детский центр и школу.
Материнский капитал должен быть бессрочным. Такое заявление сделал Минтруд и добавил о необходимости сделать его не только бессрочной, но и более существенной мерой. При этом в ведомстве указали на то, что его размер должен индексироваться на регулярной основе, дабы избежать задержек. Ранее же в Совете Федерации рассчитывали, что программа будет продлена только до конца 2025 года. Другой документ, но уже принятый Государственной Думой, позволит большему числу семей получить ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Вступлением в силу нового закона нуждающимися будут признаны семьи, имеющие доход ниже 2-кратной величины прожиточного минимума на человека. Также в законе предлагается увеличить срок, на который назначается ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка до достижения 1 года, а после подачи заявления до 2 и 3 лет. Эти изменения коснутся 70% семей, где родился первый или второй ребенок. Меры по обеспечению безопасности дорожного движения усилят в Якутии. Несмотря на то, что на территории республики по сравнению с предыдущими годами количество ДТП значительно сокращается, меры по их профилактике должны постоянно находиться на особом контроле как у отделов ГИБДД, так и у муниципальных образований и дорожных служб. Среди основных причин становятся не только нарушение водителями правил дорожного движения, но и неудовлетворительное состояние улиц и дорог, а также технические неисправности транспортных средств. Об этом сказал первый зампред правительства Алексей Колодезников в рамках видеоконференции с районами. Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта к 2024 году необходимо снизить смертность на дорогах Якутии в 4 раза. С серьезное финансирование по федеральным дорогам Вилюй, Колыма и Лена. Твердое покрытие вводится. Мы региональные дороги приведем в этом году в объеме 2 миллиарда 600 по улучшению и нормативному состоянию. Но в большей степени, конечно, нужно иметь в виду, что улучшаются дороги, к сожалению, нарушается скоростной режим. И большинство ДТП – это все-таки выезд на встречную полосу. Здесь, конечно, нужно и профилактическую работу проводить, но и все-таки ограничивающие факторы включать, такие как видеофиксация и работа с водителями. Специализированные точки по приему твердых бытовых отходов привлекли внимание жителей столицы. Сегодня в Якутске на площади Ленина прошла первая городская акция «Раздельный сбор», где каждый желающий мог прийти и безвозмездно сдать мусор для вторичной переработки, рассказывает Андрей Мухоплев. Утилизация батареек, алюминия, картона, макулатуры и 5 видов пластика берется под контроль волонтерами проекта «Раздельный сбор Якутск». Некоторые неравнодушные граждане приходят вместе с детьми, чтобы привить молодому поколению заботу об окружающей среде. Мы должны быть сознательными, каждый человек, и стараться как-то беречь природу. И в свою очередь, когда я узнала, что проводят такую акцию по сбору раздельного мусора, мы дома подготовили пластиковые бутылочки, бумагу, картон, куда специально подготовились. Сегодня с удовольствием пришли все сдавать рассортированный мусор. Я считаю, что мы хотя бы маленькую частицу своего вклада делаем, чтобы наш мир был чище. В Якутии нет мусороперерабатывающего завода, но имеются частники, которые занимаются вывозом отходов в соседние города, чтобы дать новую жизнь твердым бытовым отходам. Они перерабатывают картон и делают из него клетки для яиц, делают втулки для стрейч-пленки, ну и также новый картон. В больших магазинах 90% мусора – это картон. И большинство компаний вывозили его на свалку и сжигали. Я решил воспользоваться ситуацией и использовать картон как сырье, а не как мусор. Я заключил договора на поставку. Мне его теперь привозят на мою базу, где я его прессую и отправляю в другие города на переработку. По словам организаторов, они хотят, чтобы люди обратили внимание на свой мусор. Около 90% отходов – это вторсырье, которое можно использовать повторно. Также высказывают о проблеме мусора в городе, которая на сегодня актуальна. Также волонтеры озабочены перенасыщением свалок и строительством второго полигона. У нас две цели. То есть первое – это снизить вообще потребление пластика, вообще потребление, да, то есть это называется стремление к минимизации отходов. И во-вторых, то, что можно сдать, постараться сдать вот на таких акциях, либо самостоятельно, потому что на самом деле даже в якутских условиях
У нас есть компании, которые занимаются вывозом вторсырья, есть компании, которые перерабатывают здесь, в Якутске. И, как я уже говорила, что более чем 10 раз можно, в принципе, уменьшить. И так мы могли продержаться, пока не построится в Якутске мусороперерабатывающая станция. Вот уже 8-й год в июле миллионы людей принимают участие в международном движении «Июль без пластика». Его цель – сократить потребление одноразовых вещей или же вовсе от них отказаться. Эту акцию придумали для того, чтобы люди обратили внимание на то, как сильно планета засорена одноразовым пластиковым мусором. Андрей Мухоплев, Григорий Охлопков, Якутск. 8 сентября якутяне изберут глав и депутатов представительных органов в муниципальных образованиях. Назначенные основные, досрочные, повторные и дополнительные выборы состоятся на территории 25 районов в 50 муниципальных образованиях, передает Центр избирком республики. Численность избирателей Якутии составила 641 876 человек. По сравнению с январем этого года количество избирателей возросло почти на 3500 человек. Радость материнства и первый дом для малышей. Стены роддома – вот что окружают новорожденного в первые часы его жизни. И несмотря на небольшие трудности, с которыми сталкиваются врачи Нерюнгринского района, медучреждение работает на радость семьям. Репортаж Екатерины Павловой. Сегодня первая встреча с миром у новорожденного нерюнгринца проходит в новых стенах роддома. Капитальный ремонт был произведен в 2016-2018 годах. Мощность роддома сегодня 72 койки. Акушерское отделение работает по принципу совместного пребывания матери и ребенка. В послеродовом отделении молодые мамы находятся вместе с детьми в комфортных одно-двухместных палатах, где им делают все необходимые процедуры. Юлии Давиденко есть чем сравнивать. Своего первенца девушка рожала в 2012 году. Тогда со стен палаты сыпалась штукатурка, деревянные пеленальные столы были низкими, кровати больше напоминали гамак. В этом году Юлия пришла за девочкой в уже отремонтированный роддом. Ремонта тогда не было. Находились, как я помню, мы в палатах по 4, по 3 человек. Какой-то дискомфорт ощущался. Допустим, с моей стороны, у меня ребенок был крикливый. У кого-то кто-то кормил, кто-то спал. И, в общем, дискомфорт я ощущала. А сейчас в плюсе то, что я одна с ребенком, какой-то психологический момент, контакт мы налаживаем. И ночью, если где-то не спится, можно включить свет, то есть ты находишься в такой интимный момент вдвоем с ребеночком. Очень удобно. Но радоваться приходится не всем. Сегодня отмечается отрицательная тенденция уровня рождаемости. Касательно Нерюнгринского района, это в первую очередь связано с оттоком населения на постоянное место жительства в другие регионы и состоянием женского здоровья. Количество осложненных родов, оно увеличивается. Рожают женщины с экстрагенитальной патологией, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с анемией, с хроническими пилонефритами. Все пациентки, которые относятся к высокой группе риска по нашим приказам Республики Саха-Якутия, по маршрутизации, они должны и рожают в медицинских организациях 3-го уровня, то есть в перинатальных центрах. Наше отделение – это стационар 2-го уровня. Тем не менее, в районе каждый год рождается около 700 деток. В Нерюнгринском роддоме продолжается работа по внедрению современных стандартов родовспоможения и комфортного обслуживания будущих мам и их детей. Для выхаживания новорожденных детей с различной патологией, недоношенных новорожденных детей, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, было организовано отделение патологии. Показатели младенческой смертности у нас в 2018 году были рекордные. Там у нас только один был младенец, который жизнеспособный в конце года родился. И в этом году также у нас невысокие показатели младенческой смертности. А это все благодаря тому, что в таких условиях роддом у нас функционирует, и обученный и квалифицированный медицинский персонал там присутствует. Обычно после самостоятельных родов женщины выписывают с малышом на 3-й сутки. Те, кому делали кесарево сечение, находятся в роддоме чуть дольше. Каждый день женщины, готовые к выписке, встречаются со своими семьями. Они улыбаются, обнимаются и спешат в семейную жизнь. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Далее о наиболее заметных и значимых событиях Ленского района расскажет мой коллега Сергей Евсюков. А я на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Добрый вечер, коллеги. О важных событиях Ленского района смотрите в материалах наших корреспондентов.
Основная новость уходящей недели – лесные пожары на территории муниципалитета. В этом году по сравнению с прошлым их количество увеличилось более чем в 2 раза. Особенно страдают от сильной задымленности жители поселка Пеледуй. Еще в конце прошлой недели оттуда поступили сообщения в социальные группы о возгорании, которые были иллюстрированы фотографиями. Утром 22 июля у главы района прошло совещание по этому поводу. Этот пожар, он горит за речкой Пеледуй, он горит на горе, и он не несет за собой никакой угрозы. И поэтому этот пожар закрыт решением КЧС района. Соответственно, его никто не обслуживает, его не тушит, он сам будет догорать. Как сообщают специалисты, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Общими усилиями пожар должен быть локализован в кратчайшие сроки. Несчастные случаи на воде в республике происходят ежегодно в летний период. И этот год не исключение. Недавняя трагедия, произошедшая в Якутске, взбудоражила общественность и различные службы, осуществляющие надзор за безопасностью на водных объектах. Основное внимание на наличие зон купания. Оказалось, что в Ленском районе нет оборудованных для этой цели мест. В самом же городе большинство жителей предпочитает отдыхать на песчаной косе одного из близлежащих островов. Но он также непригоден для купания по некоторым причинам. К сожалению, береговая линия вдоль города не позволяет оборудовать полноценный нормальный пляж, который бы соответствовал всем требованиям. Надо учесть, что там купаются и не только взрослые, но и дети, и применяются плавательные круги. И все, у нас везде идет обрыв, сразу наступает глубина и сильное течение. Поэтому не стоит забывать о правилах безопасности на воде и соблюдать меры предосторожности. На базе Ленской станции Юнатов продолжает работу детский трудовой лагерь. За летний сезон мальчишки и девчонки приобретают навыки по уходу за растениями и животными, занимаются ландшафтным дизайном и обустройством территории. Это разработка дизайна цветов, как они должны быть посажены, в какой композиции. Опять же, это изготовление различных украшений для больших садов и огородов. То есть дети сами непосредственно этим занимаются? Конечно, это выбор идей только детские. Они что выбрали? Смотрим, если есть у нас подручный материал, мы все это изготавливаем. Это были все новости уходящей недели. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.